Кочевые лагеря начали свою работу, начиная с 2000 года в Момском районе Республики Саха-Якутия. Замысел открытия лагеря пришло еще в 90-х годах, потому что дело в том, что эвены начали терять свою культуру, свой родной язык, и поэтому вот возникла вот такая идея, как бы вот найти какой-то способ, чтобы сохранить родной язык, обучить детей. Потому что когда дети учатся в школе на родном языке, как факультатив, они не воспринимают его как родной язык. Поэтому надо было как-то искусственно создать образ жизни для детей эвенов. И так как в основном язык сохраняется в оленеводческих бригадах, и дети, естественно, оленеводов более-менее знают свой родной язык, а вот те дети, которые проживают в населенных пунктах, естественно, они свой язык не знают. Естественно, в кружках они поют, то, что играют, танцуют, но они это делают машинально, автоматически, не понимая смысла слов. И вот в 2000 году при помощи Министерства образования и Министерства по делам народов, тогда были министры Евгения Исаевна Михайлова, министр образования, и министр по делам народов Ишков Александр Михайлович, они меня поддержали, хотя они не верили сильно, что что-то получится из этих кочевых лагерей. Мы, договорившись с главой Момского ЛУСа Сукуевым Семеном Павловичем, рискнули все-таки создать при оленеводческом бригаде Чалой, открыть первый кочевой лагерь. Так как кочевой лагерь уже подразумевает экстремальные условия, естественно, дети проходили все эти школы уже как в своем привычном образе жизни кочевом. Эвены, вообще народ, хотя их 23 тысячи всего в России, они проживают везде, в северо-востоке России, то есть в Якутии, Чукотке, Магадане, на север Хабаровского края и Камчатке они проживают, их много, расселены так. И мы решили попробовать в оленеводческой бригаде. Первый кочевой лагерь назывался Нелтанка, солнышко по-русски. Название дети сами нашли лагеря. И мы попробовали. Естественно, возникли трудности. То есть у нас не было педагогов, которые по эвенскому языку. Я нашел одну женщину, которая носителя своего языка, поэтессу Екатерина Айнач. И она согласилась со мной поехать, и мы начали свою работу. Так как я сам не эвен, мне было очень сложно, но все-таки, как и организатор, я начал там корректировать все по-своему. И, естественно, тоже возникли очень много трудностей. Дело в том, что кеник по обычаям эвенов, по языкам было очень единичный, но их даже, можно сказать, не было совсем. А по топонимике Момского улуса вообще не было кеник. Естественно, топонимика, название рек, местности, все, естественно, большинство имело эвенские наименования. Поэтому мы по ходу обучения детей, естественно, применяли и топонимику. В 2000 году успешно мы завершили, и директор Индигирской средней школы, узнав об этом лагере, попросил и организовать и при его школе тоже кочевой лагерь.
Ну, я ознакомился со всеми там работниками, и мы решили организовать там экологический лагерь, кочевой экологический лагерь Маранга называется, Радуга. Ну вот, два лагеря, они параллельно, независимо друг друга отработали, очень хорошо отработали. И в 2002 году ко мне вышли с инициативой Улхан-Чистайской средней школы тоже организовать, при их школе тоже организовать кочевой лагерь. И в 2002 году я организовал этноэкологический лагерь самый Гарпанга. Это «Первые лучи солнца» называется. Вот этот лагерь Гарпанга работает до сих пор. То есть до 2021 года она уже силами своих энтузиастов она работает каждый год. Ну, естественно, 2 года они не работали, это по причине там экологический МЧС запретил организовать лагерь, тогда были очень большие пожары в том районе. В 2021 году выиграл грант президентского фонда. Проект назывался «Образование временных детских объединений в местах кочевья во время летних каникул». Ну, тоже вот тут я решил тоже поэкспериментировать, попросил своих вот знакомых, вот педагогов, чтобы они организовали сперва оленеводческом бригаде, а потом первый сезон это получается, а второй сезон мы решили организовать на территории Момского национального природного парка. То есть разделили лагерь. На первом лагере дети обучались, кроме изучения своего родного языка, культуры, они учились ведению оленеводства. И в результате этого 3 детей остались поработать до осени, попросили меня, чтобы дал согласие, чтобы они поработали в самой оленеводческом бригаде. Ну, естественно, я согласился. Ребята все, я еще раз повторяю, все поселковые, населенные пункты, они не имеют возможность выехать в оленеводческие бригады. Естественно, к нам присоединялись дети из других самых оленеводческих бригад. Как раз эта местность называется Улхан-Чистай. Это летнее пастбище оленеводов. И там собиралось несколько независимо, ну, тоже вот родовых общин летних. Ну, то есть они располагались друг от друга в достаточно близком расстоянии. Поэтому они гостили к нам, и, естественно, мы делились своим опытом. Ну, естественно, они тоже с ребятами тоже играли. И, естественно, то, что я могу сказать по этому поводу. Вот мы организовали на территории Момского национального парка. Дело в том, что в парке должны работать местные кадры, я думаю, в будущем. И они должны знать не только самую местность, но они должны знать все названия, перевод названий местностей и, естественно, знать свою культуру. То есть, если будем организовать этнотуризм, то, естественно, они должны показать свою культуру, хотя бы спеть или там потанцевать, показать. И то, что вот отрадно, вот в 2021 году участвовали дети, чьи родители в 2002 году участвовали в моем лагере Гарпанга. Вот эти дети уже, то есть уже идет передача поколений, как бы, да, детей. Они с удовольствием приходят. Естественно, желающих очень много, но ввиду того, что это все-таки кочевое, постоянное перемещение, мы стараемся брать детей поменьше, чтобы не усложнить работу оленеводам, да и самим там передвигаться очень трудно бывает с маленькими детьми. И оптимальное вот число всегда было у нас максимум 15 детей, а вот минимум где-то 6-7, вот, ну, чтобы добиться более таких хороших результатов. Ну, я считаю, что
лагерь будет и дальше работать. Сейчас заинтересовались и другие регионы, правда, уже организовали в Магаданской области, Камчатском крае они работают, в Ненецком автономном округе пытаются организовать. И скандинавские страны тоже как бы заинтересовались еще давно уже в начале работы кочевых лагерей. Вот так вот. Просто в заключение могу сказать, что дети очень как бы быстро учатся всему, понимают уже свой родной язык. Ну, естественно, танцы, вот эти игры, естественно, там они уже узнают, уже потом уже в поселке сами уже начинают играть и участвовать в различных национальных праздниках и концертах. Спасибо.